В концертном зале обновленного Дома культуры сегодня непривычно многолюдно. Жители сельского поселения и гости собрались на семинаре-практикуме, посвященном декаде ингушского языка. Со сцены для них звучат высказывания выдающихся ингушских ученых, писателей и песни на родном языке. В программу мероприятия были включены авторские инсценировки, монологи и стихи. Ведущая концерта и по совместительству солистка женского хора Хава Хамхоева считает, что такие встречи необходимо проводить как можно чаще. Готовились мы очень активно, эффективно, так что знали, что такую тему нельзя просто так оставить без внимания. Ни для кого не секрет, что родной язык, то есть наш родной ингушский язык, он должен быть для каждого человека частичкой его души. То есть он должен заботиться о своем языке, он должен стараться говорить на нем более чище, более образованнее, стараться, чтобы он звучал как песня. Несомненно, проведение такого рода мероприятий повышает интерес жителей региона к культуре, обычаям и традициям нашего народа. Поэтому более глубокое изучение родного языка, познание истории, фольклора, знакомство с классической и современной ингушской литературой – главная цель таких встреч. Учащиеся школы, то есть те воспитанники нашего Дома культуры, которые представили программу, заслуживают похвал. Знание родного языка, то, как они читают стихи наших ингушских поэтов, исполняют песни на стихи ингушских поэтов, выражают свои мысли на ингушском языке. Знаете, это заслуживает внимания и поощрения. Помимо концертной программы, здесь подготовили еще и выставку декоративно-прикладного искусства, которая развернулась в фойе ДК. Лейла Арчакова из числа тех, кто трудился над ее созданием. Девушка уже год занимается в кружке. Я многому научилась здесь. Научилась вязать различные варежки, пинетки, носочки. Но я, правда, только спицами научилась вязать. Но надеюсь, что в следующем году научусь вязать крючком. Еще недавно Лейла и другие воспитанники ДК не могли даже представить, что у них будет возможность заниматься любимым делом, не покидая родное село, и посещать такого рода концерты. Ведь здание Дома культуры находилось в плачевном состоянии. Но после капитального ремонта, который провели здесь год назад, у местных жителей появились все условия, чтобы развивать свои творческие способности. библиотекет охчайла иште сейрин шахматный кружок ждет хабила балхар чемесага кадман шин сала безн бар хачун шахмат олуза шин сала ишол халхарж андеш. На достигнутых результатах останавливаться здесь не собираются. Работники ДК уже готовятся к следующему концерту, который состоится в марте этого года. Тамара Хашагулькова, Адам Далаков, Новости 24.